أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Альхамдулилля, у нас с вами следующая встреча по изучению намаза. Как мы с вами знаем, что намаз– это общение со своим Творцом. Это то сакральное действие, которое нам необходимо беречь. Аллах приказал нам в Коране: «Аста'иду билля, хафизу аля салавати ва салати л-вуста». Оберегайте ваши намазы и середины намаз, вакуму лилляхи канитин, и стойте же перед Аллахом смиренно, покорно. И ученые, конечно же, уделяли огромное внимание вопросам намаза. И намаз – это ас-салята имадуддин, согласно хадису. Намаз – это столб религии, опора религии. И не зря эта тема занимает такое большое количество наших встреч, уроков и времени. Мы с вами на прошлой встрече говорили о действиях, которые нарушают намаз. Сегодня мы с вами это продолжим. И у нас по пункту получается шестой пункт действия, которые нарушают намаз. Это аль-акль ва шурб. Это кушать и пить во время намаза. Конечно же, мы понимаем, что никто во время намаза не будет кушать, никто не будет пить, за исключением, наверное, детей. Но здесь говорится о том, что во многих книгах говорится о том, что если, допустим, человек после еды встал на намаз, так и не доживав, так и не проглотив остатки еды, так и не почистив свою ротовую полость, возможно, у него в ротовой полости осталась еда, которая в совокупности составляет размер с горошины, и он это проглатывает. В этом случае что? В этом случае намаз его нарушается. Поэтому ученые настоятельно советуют, что необходимо, например, когда мы с вами совершаем намаз, совершаем омовение, является желательным действием, что сделать? Почистить свои зубы, ротовую полость, используя мисвак, либо же зубную щетку, либо, по крайней мере, палец. По крайней мере, палец, чтобы остатки еды, которые остались в ротовой полости, чтобы они нас от намаза, во-первых, скажем так, крайний случай, чтобы они не нарушили намаз, если мы их проглотим. Второе, чтобы это нас не отвлекало от намаза. То есть мы с вами, я думаю, что все к этому мнению приходят, что нужно максимально сделать так, чтобы ничто нас от намаза не отвлекало. Вот. Поэтому, если у кого-то в ротовой полости осталась еда, которая в совокупности составляет размер с горошины, и он это проглотил, в этом случае его намаз является нарушенным. Намаз является нарушенным. Если же меньше этого, то намаз не нарушается. Конечно, как это измерить, это, наверное, на практике очень сложно. Разве что, скажем так, подумать, галяба аля аваннихи, то есть к чему-то склониться, к какому-то мнению, либо к мнению, что у меня намаз нарушен, либо к мнению, что намаз не нарушен. Здесь уже, наверное, человек будет исходить от того, какой он, щепетильный или не щепетильный. Поэтому постараться сделать так, чтобы этих сомнений, чтобы этот вопрос у нас не поднимался. Следующее, это 7 пункт. Многочисленные действия, которые не относятся к намазу. Многочисленные действия, которые не относятся к намазу. Обычно говорится о том, что если эти действия, они идут друг за другом, три действия, которые идут друг за другом, в одном рукне, допустим, во время стояния, или во время саджде, или во время сидения, или во время поясного наклона. 3 посторонних действия, которые могут произойти друг за другом сразу же. В этом случае намаз нарушается. 3 посторонних действия, которые не относятся к намазу. Вот здесь интересный комментарий. То есть это те действия, которые совершает молящийся, и человек со стороны, если будет на него смотреть, если будет его видеть, он может подумать, что он вне намаза. В своей практике я видел, как люди прямо в намазе ходят. Да, я понимаю, что они, например, представьте себе, получается, человек стоит, совершает намаз, и это была не мечеть, это была мусалля, это была молельная комната, соответственно,
выходы не приспособлены для намаза. То есть получается вот посередине стены выход, и здесь посередине стены выход, и кибла вот в ту сторону. И люди здесь совершали намаз, это уже была сунна намаз, то есть по отдельности каждый совершал. И один человек совершил, дозавершил свой намаз и ушел. Этот человек сделал несколько шагов вперед. То есть несколько шагов вперед. Человек, который был впереди, он завершил свой намаз, это уже второй, который завершает свой намаз, он завершил, и он снова идет вперед. То есть вот эти похождения, скажем так, во время намаза, не столь, эти похождения в намазе, возможно, будут нарушать намаз. Да, с одной стороны, мы можем подумать, что это действие, которое не относится к намазу, но если поразмышлять, мы можем прийти к выводу, что это относится к намазу. В то же время можно прийти к другому мнению. Коротко говоря, если молящийся совершает действия, многочисленные в том числе, друг за другом, и эти действия не относятся к намазу, и человек со стороны может подумать, что он вне намаза, в этом случае что? Эти действия нарушают намаз. Вот еще один пример вспомнил. Я помню, я сижу, совершаю намаз, уже тахет это было, рядом со мной был один парень, ну, не знаю, сколько ему было лет, вот он в намазе что сделал, вытащил свой платок, высморкнулся и обратно убрал в карман. То есть вот, хотя там до окончания намаза оставалось, возможно, не знаю, там полминуты, минута, 2 минуты, может быть. Вот. Эти действия нарушают намаз. Если же эти действия не идут друг за другом подряд, то есть, допустим, в течение намаза, что может быть? Ну, допустим, рука чешется, к примеру, чесалась рука, хотя это вот действие, которое, с одной стороны, кажется, мы на него не влияем, с другой стороны, мы можем как-то воздержаться, проявить терпение. Ну, допустим, если мы скажем так, что эти действия, то есть, допустим, рука чешется, мы не можем вытерпеть, или, допустим, наоборот, можем вытерпеть, но что делаем? Ну, раз почесали, 2 почесали, 3 почесали, то есть 3 действия в одном рукне подряд, раз, 2, 3. Вот таким образом, допустим, намаз нарушается. Если, допустим, рука чешется, не знаю, там что-то, там пчела укусила, ужалила, либо же оса, либо кто-то еще, и вот мы, допустим, во время стояния почесали, не смогли вытерпеть, почесали, потом на руку пошли, после руку почесали, то есть не в одном рукне. В этом случае эти действия идут не подряд, и намаз в этом случае что? Не нарушается. Намаз в этом случае не нарушается. Вот здесь еще такой момент есть. Допустим, мы зашли в мечеть, мы зашли в молильную комнату, и мы видим, имам совершает намаз, рядом с ним один ма'мум, то есть тот, кто следует за имамом, один джамаат, скажем так, джамаат из одного человека. Он, получается, когда имам один, соответственно, и рядом с ним один ма'мум всего лишь, они стоят почти что рядом. Там разница, то есть ма'мум отходит назад на расстоянии как раз одной стопы. Хотя есть мнение, что даже они вместе совершают в одном ряду. Но это не столь важно в данном случае. То есть мы пришли и хотим приступить к намазу. И что делаем? Мы пришли, вошли в намаз, постучали ему по спине. Об этом еще будем говорить, на самом деле, более подробно. И этот человек отошел назад, к примеру, на 4 шага. Намаз нарушен? 4 посторонних действия. Даже хотя бы 3 шага пусть будет. 3 посторонних действия подряд. Да, намаз нарушается. Намаз нарушается. Поэтому, возможно, вы видели, что в этом случае обычно ма'мум делает 2 шага назад, а имам делает 1 шаг вперед, дабы было полное такое пространство, место, чтобы спокойно совершать саджды. Вот таким вот образом посторонние действия, которые нарушают намаз. Восьмое. Это касается утреннего намаза, только утреннего намаза, восход солнца во время совершения утреннего намаза. То есть человек совершает намаз утренний, это фард намаз, и он еще не успел прочитать ат-тахият, он еще не успел просидеть вот это микдар, вот это время, которое требуется в конце, время, которое занимает чтение тахията. Мы с вами как-то засекали, вроде 30 секунд, да, сейчас точно уже не помню. Можно вернуться обратно к нашим урокам.
когда мы говорили про столпы намаза, либо же самим спокойно прочитать тахият и засечь, это будет как раз примерно сколько секунд. Вот. Он совершает намаз, утренний намаз, и он еще не завершил, он еще тахият не прочитал, он еще не просидел вот это время, и солнце восходит. Его намаз нарушен. Его намаз нарушен. Почему? Потому что вышло время намаза и наступило время тахруму фихи соля, в котором намаз запрещается совершать. Это мнение ученых ханафитов. Я слушал лекции такого ученого, как Аль-Хасан Аль-Хинди. Вот он говорит о том, что в данном случае можно, то есть как исключение, если вот такое произошло, такое же не каждый день происходит, правильно же? И не каждый месяц, наверное. Может, там раз в год, может быть, 2 раза в год, может быть, раз в 2 года. То есть он говорит, в этом случае можно ссылаться на мнение ученых шафиитов, которые считали, что восход солнца во время совершения намаза не нарушает намаз. Утренний имеется в виду, конечно же. Но перебегать от мазхаба к мазхабу постоянно не нужно. Нужно брать свой принцип, нужно постараться вот идти этому принципу. Но если вдруг так произошло, ссылаясь на мнение ученых шафиитов, взяв на себя ответственность, можно что сделать? Можно как раз вот посчитать, что намаз не нарушен. Либо же что? Ну, так получилось, что намаз нарушен, например, по мнению ученых ханафитов. После восхода солнца, когда проходит время, в котором запрещается совершать намаз, человек может возместить этот намаз. Таким образом, он выйдет из разногласий и, иншаллах, обезопасит себя перед Творцом, перед Аллахом. Ибо намаз, как мы с вами сказали, это сакральное действие. И мы должны понимать, что предстаем мы перед Аллахом фарда, то есть мы одни предстаем перед Аллахом. И одни будем нести ответственность за свои действия, за свои поступки. 9. Чтение Корана таким образом, что нарушается смысл аятов. Чтение аятов Корана таким образом, что нарушается смысл аятов. То есть с ошибками. И ошибки касаются не только таджвида. Допустим, человек, например, шепелявый человек. Да, шепелявый человек не может быть имамом для нешепелявых. Об этом тоже будем еще говорить. Он, допустим, шепелявит, и какие-то буквы он не выговаривает или что-то еще. Или человек, у которого отсутствует буква ра, например. Или она не такая, какая должна быть. И то есть здесь вопрос касается не махраджа, не места образования букв, не места выхода букв, не звуков букв, а что получается относится именно к изменению мест в Коране, в аятах. Человек, допустим, учил, еще, допустим, не доучил, может быть, или там подзабыл, и он, например, читает, смотрите, он, допустим, читает это сура Аль-Кариа, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Аллах в Коране говорит, что касается того, чаша весов добрых деяний фякуля тяжелая, этот человек что сделает? Этот человек преуспеет. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Он находится в довольной жизни. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. А тот, чья чаша добрых деяний будет легкой, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, пристанищем ему будет ад. И представьте себе, человек читает, например, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. То есть тот, чья чаша весов будет, чаша добрых деяний будет тяжелой, то пристанищем ему будет ад. То есть он поменял местами. В этом случае что? Или, например, он скажет, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, а тот, чья чаша весов добрых деяний окажется легкой, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Он будет находиться в довольной жизни. То если он таким образом перепутает, поменяет местами, намаз считается нарушенным. Либо, например, «Инналь муттакина фи джаннатин наим». Воистину набожные будет пребывать в райских садах, садах блаженства. Если он вместо «инналь муттакина» скажет «инналь кафирина фи джаннатин наим», то есть воистину неверующие пребудут в садах
рая, садах блаженства, в райских садах имеется в виду, то здесь намаз тоже нарушен. Почему? Потому что значение, оно противоположное стало. Либо, например, вот нужно, поэтому уже нужно тщательно изучать таджвид. Нужно очень хорошенько что делать? Заучивать Коран. С учителем нужно, с устазом нужно, чтобы сдавать. Сдавать ему, чтобы исправлять все наши ошибки. И вот когда читается Коран в намазе, особенно в намазе, потому что намаз нарушается, что происходит? Нужно обращать внимание на частицу «ля» отрицания. Например, «Аста'идhu билля, куль я айюхаль кафирун». У неверующие «ля а'буду ма та'будун». Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. И часто можно услышать, как читают «ля а'буду ма та'будун». Вот это «ля» не тянут. «Ля» с удлинением минимум на 2 харакята. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ле с удлинением на 2 харакята – это отрицание. Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. А если вот это ля не потянуть на 2 счета, то есть убрать удлинение, убрать одну огласовку получается. Ля а'буду ма та'будун. Получается, я непременно поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Таким образом, что? Таким образом, намаз будет нарушен. Таким образом, намаз будет нарушен. Кстати говоря, из истории, если вы изучали историю становления ислама при жизни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Почему именно при жизни пророка Мухаммада? Потому что все пророки приходили с исламом. В данном случае я имею в виду жизнеписание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И был такой случай, когда вот мусульманам, то есть запрет на распитие спиртных напитков пришел не сразу, а поэтапно, постепенно. И в одно время мусульманам можно было, скажем так, как это дико не звучало бы, выпивать. И один из мусульман, будучи пьяным, встал на намаз, и он как раз в суре Аль-Кафирун ошибся. «Куль я айюхаль кафирун, а'буду ма та'будун». У неверующие я поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. И это стало причиной, что Аллах не спасал аят «Аста'иду билля, ля такрабу ссалата ва антум сукара». Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, хатта та'ляму ма такулун, пока вы не будете понимать то, знать то, что вы говорите. То есть видите, как все строго на самом деле. Строго в том плане, что человек ошибся, и это стало причиной неспослания аятов Корана пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Мы же, конечно же, при нашей жизни пророка уже рядом с нами нет. Он покинул этот мир, и Коран уже завершен, Коран уже ниспослан, религия, она полноценная, завершена. И вот ученые что делали? Уже разложили нам все аспекты нашей религии. Нам остается что делать? Принять и работать, усердно работать, усердно работать. Дальше идем. Так. 10 пункт – это смех во время намаза. Смех во время намаза. Смех имеется в виду не улыбка, и смех имеется в виду не громкий смех. Здесь подчеркивается улыбка, то есть когда мы, скажем так, ну, человек, не знаю, там, разное может быть, да, разное может быть. Был такой случай, когда вот рассказывали, что имам проводит, это было дома среди домочадцев, глава семьи проводит намаз, и ребенок подошел и щекочет его ногу. И люди, которые это увидели, конечно же, они улыбнулись. Ну, к сожалению, мы не всегда бываем смиренны во время намаза, к сожалению, просто Аллах всех нас исправит. И вот если, допустим, человек улыбнулся, то есть натянул улыбку, это не нарушает намаз. Намаз не нарушается, это раз. Это А. Б. Смех. Какой смех? Тот смех, который сам молящийся слышит, и слышат его ближайшие соседи. То человек справа, человек слева. Это называется смех. Такой смех нарушает намаз. Такой человек нарушает намаз. Чей намаз? Свой намаз. Человек засмеялся, его намаз нарушен. Его намаз нарушен. Ему нужно пойти обновить, ему нужно заново начать совершать намаз. А вот громкий смех, мы с вами говорили, громкий смех нарушает как намаз, так и нарушается омовение. Громкий смех. Это что за громкий смех? Это уже тот смех, который услышали не только ближайших 2 соседа справа и слева, а рядом с ними стоящие тоже нас услышали. Таким образом,
Не нас, а вот молящегося. Пусть Аллах поможет нам совершать намаз искренне, с усердием, с чистосердечием и с ихсаном имеется в виду, и, конечно же, со смиренностью. Аминь. Дальше идем. Это касается человека, который достиг совершеннолетия. Конечно же, мы стараемся приучить и наших детей к намазу, к пятикратному намазу. И если ребенок еще не достиг половой зрелости, то есть, соответственно, остается ребенком. В этом случае что? В этом случае его омовение не нарушается, нарушается только намаз. Но желательно что делать? Все-таки также детям внушать, что в этом случае нарушается намаз. Вот был в моей практике такой случай, что вот дети засмеялись. После намаза я им говорю, что у вас не только намаз нарушен, у вас и омовение нарушено. Вот вам нужно обновить омовение и заново совершить намаз. Дальше идем. 11 пункт. Чтение Корана или по мусхафу. По книге обычно называют, да, то чтение Корана по книге, по Корану, по мусхафу. На самом деле вот свиток Корана называется мусхаф. Почему? Потому что Коран – это речь Аллаха. Мы не можем речь Аллаха передавать или что-то еще, да, то есть руками. Обычно говорят: дай мне Коран. Не Коран дай мне, а дай мне мусхаф, более правильно. Но не будем вдаваться в этот лексический подробный анализ. Коротко говоря, чтение Корана из мусхафа, чтение Корана из Корана, то есть читая по бумаге, например, не обязательно, чтобы это был целый мусхаф, целый Коран, допустим, отрывок из Корана. В этом случае что? Нарушается намаз, согласно мнениям ученых ханафита и, более того, мнению Абу Ханифы. Его ученики были с этим не согласны. Но, коротко говоря, допустим, возможно, вы были, может быть, в арабских странах и видели, как во время таравих намаза, во время Рамадана имам читает Коран по мусхафу, то есть перед ним там огромная такой, ну, не знаю, как это называется, допустим, вот у музыкантов такая штука есть, типа вот подставки, и там большой мусхаф Коран, открывается страница, читается 2 раката таравих намаз завершается 2 раката, он перелистывает, то есть не во время намаза, а вне намаза, перелистывает, и что делает? Следующие 2 страницы еще 2 раката. То есть, по мнению ученых шафиитов, дозволяется читать, не только по мнению ученых шафиитов, также по мнению учеников Абу Ханифы, Абу Юсуфа и Мухаммада Шейбани, насколько я помню, они дозволяли чтение Корана во время намаза по мусхафу. Но это все-таки касается не фарда, это больше касается чего? Это больше касается сунны намаза. И в то же время скажу, что есть люди, которые уже, например, хотели бы научиться читать намаз, совершать намаз, но память слабая, нужно много времени, чтобы выучить суру Аль-Фатиха. Хотя если человек выучил суру Аль-Фатиха, альхамдулилля, он уже знает 70% намаза. Там суру Ихлас или какую-то другую суру. И, возможно, вы видели такие молитвенные коврики, такие достаточно большие. Обычно они такие бумажные бывают. В этом случае что? В этом случае вот можно человеку на первое время, пока он учится совершать намаз, пока он заучивает эти суры, что сделать? Посоветовать пользоваться этим таким ковриком, обучающим намазу. Коврик, который обучает намазу. Иншаллах, пусть Аллах примет и простит нам наши грехи и прегрешения. Я также был свидетелем тому, что однажды зашел к человеку, и его дети, дабы этот человек, отец, выучил намаз, его дети что сделали? На больших таких листах обоя, насколько я знаю, они расписали весь намаз. И вот получается, вот он стоит перед стеной, и по всей стене расписан намаз. Вот. Альхамдулилля, это тоже красиво, это тоже прекрасно, на самом деле. Это повеление, это призыв к одобряемому. Но если действительно человек вот оказался в такой ситуации, что он не может так разом там выучить суру Аль-Фатиха, другие суры, пусть тогда что делает? Заучивает чтение, совершение намаза таким образом, заучивает чтение Корана, вот некоторых аятов таким образом. Но если человек уже знает суру Аль-Фатиха, еще одну суру, в этом случае пусть он уже по мусхафу, по бумажке уже не читает, особенно фард намаз. Следующий пункт, 12 пункт. В данном случае возвращаемся немного к столпам намаза. Помните, мы с вами сказали, что аль-курудуль ахир,
Последнее сидение, промежутки, за которые можно прочитать ат-тахият, являются чем столпом намаза. Если этот ку'уд аль-ахир, последнее сидение, не выполнен, рукан, столб намаза, не выполнен. Намаз получается недействителен. Поэтому, если человек, например, во время утреннего намаза поднимается на третий ракаат, не совершив вот это последнее сидение в конце второго ракаата, что происходит? Его намаз, скорее всего, будет недействительным. Скорее всего, сейчас будем пояснять. То есть он добавил еще один ракаат, не исполнив последнего сидения, он встал на третий ракаат. Что ему делать? Что ему делать? Так вот, если он вспомнил о том, что это уже третий ракаат, и вспомнил о том, что он третий ракаат до совершения земного поклона, в этом случае что делает? Он садится, читает ат-тахият, делает саджда саху, дает салям, читает, он садится, читает ат-тахият, дает салям, делает саджда саху, читает ат-тахият, салават и другие дуа, и тем самым что делает? Он исправляет свою ошибку, его намаз действителен. Поэтому какой момент? То есть третий ракаат. Либо это на четвертый ракаат, допустим, во время магриб намаза, либо это на пятый ракаат во время ночного намаза. То есть еще один дополнительный ракаат в фард намазе, при этом не исполнив последнее сидение. Если он вспомнил об этом до совершения саджда, он садится, делает ат-тахият и делает саджда саху. Если же он не вспомнил об этом до того, как сделал саджду, в этом случае время исправления уже прошло, и ему советуется добавить еще один ракаат, дабы у него было 6 ракаатов, потому что по 2, 2, 2. Получается, этот намаз будет нафиль намазом. Из-за своей недействительности этот фард намаз превращается в нафиль намаз, дополнительный намаз. И ему необходимо что делать? Необходимо заново совершить этот фард намаз. Со мной был такой случай несколько раз, когда я был имамом. Он просто вот забылся. И завершая намаз, я спрашиваю, джамаата спрашиваю, то есть спрашиваю коллектива, я 4 совершил или 5 совершил? Они говорят, 5 совершил. Вот, видите, я совершил 5 ракаатов. То есть, возможно, сам человек не вспомнит, когда он один. Но с джамаатом, возможно, с коллективом, возможно, ему скажут. И что получилось? Мы заново совершили этот намаз. Потому что последнее сидение не было исполнено, намаз недействителен, потому что не было столпа. Не был совершен столб намаза. И этот намаз превратился, скажем так, в нафиль намаз, и мы заново совершили фард намаз. Вот таким образом. Значит, коротко говоря, 2 случая. Если мы вспомнили, что мы совершаем дополнительный ракаат, добавили ракаат до саджды, мы можем исправить. После саджды уже не исправляется, нужно заново совершить. Дальше идем. 13 пункт. Совершение намаза мужчинами и женщинами рядом. Непосредственно рядом. Бикабиха васякиха. То есть нога к ноге. Вот так получается, грубо говоря. Голень к голени. Значит, совершение намаза мужчинами и женщинами в одном ряду, обычно так говорится, нарушает намаз мужчин. Но если это в том случае, если этот случай соответствует нескольким условиям. Каким условиям? Первое. Чтобы эта женщина совершала тот же намаз, что и мужчина. Допустим, имам совершает. За имамом стоят мужчины. Допустим, какая-то женщина подошла, не знаю, она вот только прочитала книгу, услышала, знает намаз, услышала про намаз, она решила свой первый намаз, допустим, совершить в мечети, она зашла, видит, там мужчины стали в ряд, и она подошла и рядом с ними стала. То есть рядом с молящимися, и она и молящиеся совершают один и тот же намаз. Либо она стала непосредственно рядом с имамом, то есть совершает намаз именно непосредственно тот намаз, который совершает имам. То есть, коротко говоря, какое первое условие? Чтобы женщина и вот этот мужчина совершали один и тот же намаз. Это раз. Это раз.
Здесь даже не только один и тот же намаз, а чтобы они следовали либо одному имаму, либо же чтобы эта женщина следовала этому имаму. Б. Необходимо, чтобы они стояли непосредственно рядом. Необходимо имеется в виду, то есть для нарушения намаза необходимо, чтобы они стояли непосредственно рядом, нога к ноге, голень к голени. Если же она отойдет хотя бы на расстоянии стопы ноги, стопы, в этом случае намаз уже не нарушается. В этом случае намаз уже не нарушается. Что у нас получается? Необходимо, чтобы вот это нахождение рядом было на протяжении целого рукна. Допустим, мы пришли намаз, совершаем намаз. Ну, давайте такая картина. Я вот совершаю намаз за имамом. Подошла, допустим, моя жена, условно, допустим, она вот, допустим, не знает, она вот только вот научилась, к примеру. Она подошла и встала, увидела меня и подумала, дай-ка я останусь со своим мужем. Подошла и стала рядом со мной, и она вознамерилась совершать намаз за имамом. И я тоже за имамом совершаю. Имам читает, прочитал, допустим, Коран, это целый рукн. У меня намаз нарушен. Да, как-то, может, конечно, странно звучит, но это так. То есть мужчины и женщины должны что делать? Совершать намаз на расстоянии друг от друга. И вот и этот принцип должен сохраняться не только в намазе, но также и вне намаза. Также и вне намаза. И четвертый аспект, еще здесь ученые упоминают, что если, допустим, мы совершаем намаз, ну, представьте себе, вы, например, совершаете намаз, к вам подошла женщина и присоединилась к намазу, к вашему намазу. Вы что сделали? Вам нужно указать рукой, чтобы она отошла. Чтобы она отошла. Вы указали рукой, она не отошла. Ее намаз нарушен, ваш намаз не нарушен. Ну, вот это вот такой интересный фикх. Повторюсь, обычно что бывает, люди задают вопрос такой. Вот, допустим, у нас говорят, что у некоторых комната, например, такая узкая, но длинная, и получается вот кибла не по длине, а кибла получается по ширине. Как нам совершать намаз, спрашивают. То есть муж становится имамом, и между мужем и женой там расстояние метра 2-3, в зависимости, допустим, или, например, вот спальная комната, один находится на одной стороне кровати, другой находится на другой стороне кровати. Ну, от кровати имеется в виду. Вот спокойно они таким образом могут совершать намаз. Но самое главное, чтобы мужчина должен быть впереди. То есть имам должен быть впереди своего коллектива. Именно получается по в пространстве имеется в виду, пространство впереди. Следующее. Мы с вами говорили про времена намаза, в которых намаз является недействительным. Так вот, совершение пропущенных намазов во время, когда совершение этих намазов запрещаются, намаз в этом случае не является недействительным. Допустим, человек проспал намаз утренний, он просыпается, грубо говоря, там 6 часов начинается восход, он проснулся в 6:05. И он думает, давай-ка быстренько совершу намаз. Он совершает омовение и начинает совершать пропущенный намаз. Намаз недействительный. Почему? Потому что как минимум 20, даже 30 минут, ну, рамх или рамхайн говорится, то есть на протяжении одного копья или двух копий, это примерно вот 20-40 минут, то есть минимально это 20 минут. В течение 20 минут с момента начала восхода, это по мнению шафитов 20 минут, по мнению ханафитов 40 минут все-таки на самом деле. Рамхайн, то есть два копья. С момента восхода солнца 20 минут, 40 минут намаз является недействительным, в том числе совершение пропущенных намазов. Если человек проснулся и начинает совершать, намаз в этом случае что? Намаз в этом случае недействителен. Либо, например, человек спешит, допустим, человек также пропустил утренний намаз, и вот наступает время обеденного намаза. Время обеденного намаза, допустим, наступает ровно 12:00 после того, как солнце отходит от зенита. И человек совершил намаз, и ждет время намаза, и думает, дай-ка я совершу свой пропущенный намаз утренний. Получается во время зенита. Нет, намаз недействителен. Повторите времена, в которые намаз запрещено совершать. И 15
15 пункт. Здесь даже больше не то, чтобы вот нарушение намаза, а здесь просто объяснение. То есть человек подумал, что у него омовение нарушилось. Во время намаза, например, он подумал, что ну, что-то у него там шевельнулось в одном месте, и он подумал, что это был выход воздуха. Если не было Если нет запаха, если не было шума, в этом случае это всего лишь тавахум. Это что? Это всего лишь некое такое воображение, это всего лишь сомнения. Поэтому если нет запаха, если нет шума, в этом случае омовение не нарушен, соответственно, и намаз также не нарушен. И человек что делает? Спокойно продолжает совершать свой намаз. На этом мы с вами завершаем. Альхамдулилля, мы с вами успели завершить, поговорить про действия, которые нарушают намаз. Просим Аллаха, чтобы Аллах помог нам совершать намаз наилучшим образом. Просим Аллаха, чтобы Аллах даровал нам полезные знания и сделал полезными те знания, которые Он нам даровал. У нас еще будет вопрос, еще много вопросов по намазу. Поэтому нужно запастись терпением, просить у Аллаха полезных знаний и, конечно же, делать от себя все зависящее. Джазакумуллаху хайран за внимание, за старание. Пусть Аллах примет и вознаградит вас в обоих мирах за ваше терпение, за ваше старание, за вашу стойкость. Субханак Аллаху хамдик. Ашхаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.